На прошлой неделе внимание как абхазских, так и грузинских СМИ было привлечено к появившейся информации о том, что еще 23 марта в Абхазию из Российской Федерации впервые прибыл контейнерный поезд, состоящий из 62 контейнеров, в которых 2700 тонн груза. Дальнейший путь этого груза через Очимчирский порт морем в Турцию. Вполне предсказуемо желание многих в Грузии воспрепятствовать этому грузопотоку. Но наблюдателей в Абхазии удивило утверждение в минувший четверг в эфире «Эхо Кавказа» директора грузинского центра исследования транспортных коридоров Пааты Цагаришвили о том, что между Сухумом и Очимчирой вообще нет железной дороги. Поэтому этот контейнерный поезд доходит только до столицы Абхазии. Между тем, о подготовке контейнерной площадки в Очимчирском морпорту прошлым летом на своей пресс-конференции подробно рассказывал президент Абхазии Аслан Бжания. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с Октаем Хазириши, помощником гендиректора РУП «Абхазская железная дорога», который первым делом остановился на участке АЖД между Сухумом и Очимчирой, движение грузовых составов на котором постоянно видят жители Абхазии. По его словам, как раз здесь в последние советские годы были уложены новые 800-метровые рельсы, так называемый бесшовный или бархатный путь. Но необходимость в ремонте была, и выходили из строя закладные болты, резинки в кавычках и прочее. И далее. На данный момент мы этот участок, там за исключением, может быть, отрезка от Мачарки до Агудзеры, там в районе 2-3 километров, мы его привели в порядок. То есть там можно пропускать поезда со скоростью, в зависимости от профиля, от того или иного участка, до 60 километров в час. В ряду мест там находятся ограничения по скорости до 15, до 25. Но эти вопросы тоже мы решим. Наверное, до конца года мы приведем этот участок в хорошее состояние. То есть вот эти контейнеры, они в Очимчирском морпорту уже сгружаются, да? Ветка подходит в Очимчирский порт, и причальной стенки на расстоянии где-то 350 метров вот эта площадка оборудована, так называемая тыловая зона портовая. И на этой площадке происходит выгрузка этих контейнеров и накопление судовой партии. Когда судно приходит, соответственно, они вывозятся к причальной стенке и грузятся. Что касается слов Цагаришвили о том, что абхазский участок железной дороги, оставаясь тупиковым, не может окупаться, то в принципе это верно. Но ситуация уже изменилась. Потому что у нас до определенного времени это малодеятельный участок дороги был, потому что у нас по месяцу заходило сюда в районе 300 вагонов. И, конечно же, это сложно было его окупать. Если не брать во внимание летний период короткий, когда идут доходы от пассажирских перевозок, когда летние поезда. Но сейчас-то ситуация поменялась. Мы увеличили объемы кратно. За прошлый год мы перевезли за 5 месяцев объем, который мы в позапрошлом году за весь год перевезли. И в этом году у нас уже цифры где-то порядка на 30-40% мы больше перевозим, чем в прошлом году. Мы уже по месяцу выходим на объемы 1500-2000 тысячи вагонов в месяц, где раньше было 300. И, соответственно, доходы увеличиваются, появляется возможность инвестиций. То есть эти вопросы, связанные с недофинансированием основных средств, которое было последние 20-25 лет, мы сейчас ускоренно эти вопросы закрываем. И сейчас в середине апреля приедет бригада, она будет контактную геометрию контактной сети выводить от ПСОУ до Сухума. Это электромонтеры. Сейчас 2 локомотива мы покупаем. Один сейчас оплачиваем тепловоз магистральный. В мае месяце электровоз покупаем. Это наши собственные средства. То есть можно сказать, что в этом направлении мы за последние 2 года переломили ситуацию. Очень важно в этой ситуации такая комплексная, системная поддержка государства в лице президента, в лице Кабмина нашего. При ее наличии можно решать все
серьезные задачи. Но вот эта контейнерная перевозка, она увеличивает эффективность работы железной дороги? Один контейнерный поезд приносит Абхазской железной дороге 900 тысяч рублей. А на Черноморском побережье России только один порт, который перерабатывает контейнеры, это Новороссийск. А если это все станет регулярным сервисом, то, конечно же, мы планируем выйти на 12-15 контейнерных поездов в месяц. Ну, соответственно, вот умножаем это вот приблизительно в районе там 10-13 миллионов рублей дохода по месяцу, и по году умножаем на 12, получается там цифра по 200 миллионов рублей. На одну треть, на 30%, на 40% увеличить доходную часть Абхазской железной дороги. Вообще в мире идет процесс контейнеризации. Грузы уходят в контейнеры. Допустим, на Западе 80% грузов всех перевозим, они перевозятся в контейнерах. В России это в районе 30%. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.